Не знаю, история, очень много омбудсменов мы видели. Очень много. А Тыра один из них, может, она была активная. Она же сама по себе всегда защищала права человека, открыто говорила. Поэтому народ любил ее. Ну, я не знаю, посмотрим сейчас, как. У меня кандидатуры нету пока. Ну хорошо, а каким должен быть, по вашему мнению, омбудсмен? Омбудсмен справедливым, самое главное. И должен работать. А должен депутатам нравиться? Нет. Омбудсмен должен быть справедливым, самое главное. А что тоже мне нравится? Мен анан аялды калмак билем, мен жашамак билем, туурабы? Элге жакшы болду да. У меня кандидатов нет, у меня кандидат тот, который будет работать, это во-первых. Во благо тем, которые страдают от правосудия, это первое. Второе, я очень удивлен тем, что в омбудсмене, именно в этой организации, сами работники остались без защиты. Это самая главная моя претензия к ней, что она не могла обеспечить порядок и как бы правильную работу своей организации. Это моя первая причина. А то, что у меня кандидат есть или нет, это нет. У меня такого кандидата нет, что кого-то туда предлагать или в другом смысле нет у меня. Кыргыз мамлекеттин акыйкатчысын жакында биз шайлайбыз. Парламентте болот. Азыр кандидаттардын тизмеси келиш керек. Ал салаваттуу, билимдүү, ошол эле учурда адам укуктарыны коргоого жан дили менен киришкен инсан болуш керек. Атыра Абдрахманова боюнча биздин оюбуз түз. Кече күнү парламентке келип, эмне үчүн кетип атканы жөнүндө бир оюн билдирип койсо жакшы болот эле. Бирок чакыруу бердик дейт, келбеди депчи. Ар бир адам ошол өзү иштеп бүткөндөн кийин кылган эмгектери жөнүндө маалымат берип, айтып кетсе жакшы болот. Бирок эми акыйкатчы деген бул адам укугун коргогонго өмүрүн арнаган адам болуш керек. Биз кандидаттар келсин карап көрөлү. Бирок мен азыр алдын ала муну адам болот деп айтканга эртелик кылат да. Ну, что касается Абдрахматова Атыр, то и наша фракция в свое время ее поддерживала, и мы инициировали на должность акыйкатчы. Но в связи с тем, что есть определенные лазейки в законе, то фракции могут дать свои предложения по отзыву, то статья в регламенте 123, она сработала, и вчера мы ее убрали, но, как вы помните, в предыдущий раз, когда мы смотрели ее отчет, наша фракция вся ее поддержала. Мы, наоборот, сказали, нет, мы удовлетворяем ее отчетом, и как бы все хорошо. Да? Но раз принято решение, теперь надо только идти вперед. Насколько мне известно, и сегодня, если консультации ведутся, таковы, что придет человек, который, вот как вы сказали, будет отвечать всем требованиям. Во-первых, будет работать тесно и с парламентом, но самое главное, он будет работать в интересах народа и защищать интересы народа. А такие есть, незаменимых не бывает, есть люди, которые будут выполнять эту нишу. Но сейчас идут консультативные консультации с лидерами фракции. Я думаю, буквально сегодня мы уже зарегистрируем решение свое, она у меня уже готова, и сегодня же мы уже дадим свое предложение. Не только мы хотим сейчас вместе где-то 3-4 фракции совместно уже дать предложение по одному единому кандидату. Есть у вас на примете какие-то кандидатуры, может быть? Нет. Пока я не знаю, кем было, кем я не знаю. Сейчас будет, наверное, кандидат из них, наверное, выберем такого достойного. Ну хорошо, а какой он должен быть, омбудсмен тогда? Ну, омбудсмен должен быть, наверное, правозащитник, наверное, который права граждан, ущемляющих, защищать. Юридически образованный. Посмотрим, как сейчас, какие кандидатуры будут. Из них, наверное, выберем самую достойную, наверное.